День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них мы расскажем в ближайшее время. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Старт строительства оптоволоконной сети, подготовка к спартакиаде игры «Манчары», переселение из ветхого и аварийного жилья. Глава Якутии Айсен Николаев провел ряд рабочих визитов в районы республики. Вижу, что есть позитивные изменения. Вот когда мы в мае встречались с людьми, многие еще не очень хорошо понимали принцип действия программы. Юным хоккеистам Нерюнгринского района больше негде тренироваться. В поселке Серебряный Бор закрыли единственный ледовый корт. Наши дети берут лучшие звания, лучшие вратари, лучшие защитники. Российским школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами в школах. Все за и против этой инициативы в материале наших корреспондентов. Я считаю, что это правильное решение. Телефоны, пожалуйста, пользуйтесь на перемене, но ни в коем случае не на уроке. Долгожданное лето, сезон отпусков и путешествий. Что делать, чтобы отпуск не превратился в кошмар? Допустим, не знаем, где их искать. Мы не знаем, куда они идут. Какая цель у них, какой маршрут до Кабы, до этого. У них вот так вот все организовано. Свыше 1500 участников со всей республики. В столице прошли праздничные мероприятия «Кочевье-2019», посвященные Дню коренных малочисленных народов Севера. Беспрецедентный случай. 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей определил на этой неделе Якутский городской суд бывшему генеральному директору аэропорта Якутск Николаю Местникову. Приговор судья зачитывала более 4 часов. Экс-руководитель был взят под стражу прямо в зале суда. До этого он находился под домашним арестом. Местников признан виновным по нескольким эпизодам. Так, с 2014 по 2018 годы он получал от предпринимателей денежные средства через банковские карты в особо крупном размере, которыми пользовался по своему усмотрению, на общую сумму более 27 миллионов рублей. Правительство России направило 390 миллионов рублей на тушение лесных пожаров в Якутии. Дополнительные средства из резервного фонда в первую очередь планируется направить на погашение кредиторской задолженности перед местным населением, привлеченным на тушение лесных пожаров в этом году. С предложением к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву о выделении из резервного фонда правительства дополнительных финансовых средств для выполнения всего комплекса мероприятий по тушению лесных пожаров в Якутии обратился глава республики Айсен Николаев. Также на этой неделе глава республики Айсен Николаев в рамках рабочего визита в Горный Улус провел заседание оргкомитета по вопросам организации и проведения 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры «Манчары». К спартакиаде в районе будут построены универсальный стрелковый комплекс, многофункциональный спортивный центр и реконструирован стадион. Также ведется подготовка к благоустройству и асфальтированию дорог, строительству жилья по программе переселения из аварийного жилого фонда. Торжественным событием в микрорайоне Молодежный села Бердигистях Горного района стал старт строительству волоконно-оптической линии. Реализация этого проекта позволит организовать широкополосный доступ в интернет 3 населенных пунктов Горного Улуса – Бердигистяха, Дикимдя и Ерт. Общая протяженность оптических линий составит 166 километров. Еще одним рабочим визитом главы республики, на этот раз в Ленск, было ознаменовано начало этой недели. Одной из целей поездки Айсена Николаева в нефтегазодобывающую столицу Якутии стала актуальная на сегодняшний день тема – реализация программы переселения. Как известно, в Ленске самый большой в республике объем аварийного жилья. Но не обошлось и без торжественных мероприятий, в которых Илдархан принял участие. Подробности у Анны Кожевниковой. Торжество не оставили на десерт, с него начали. Сразу из аэропорта глава республики отправился на церемонию открытия долгожданного бизнес-инкубатора. Теперь его резидентами могут стать владельцы малого бизнеса, который в Ленске, как отметил Айсен Николаев, в основном развит в сфере услуг. У нас в основном в республике пока
преобладает торговля в других районах. Это на самом деле очень хорошо. То, что в Ленске преобладает как раз сфера услуг, это такая российская тенденция, мировая тенденция, можно сказать. Видно, что Ленск идет как раз в русле этих тенденций, и мы должны это обязательно поддерживать. А вот с другим объектом, как в сказке, на замену старому построили новый теремок. Ведь в предыдущем жильцам было тесно, да и стареньким стал домишко у маленьких хозяев. Мы будем очень счастливы, если пойдем в этот детский сад, новый, современный. И это не одна мама, которая с нетерпением ждет не торжественного, а уже фактического открытия детского сада. И он постоянно каждое утро тебе говорит: а когда пойдем в сад? Там как бы машинки, игрушки, мальчики, девочки. Как бы. Ну, надеемся, что в ближайшем времени, как бы, может, у нас уже пойдет наша очередь, и мы пойдем в садик. Новый социально значимый объект дошкольного образовательного учреждения вызвал у главы республики положительную оценку. Качественное дошкольное образование можно предоставлять только в специализированных, хорошо построенных, соответствующих всем требованиям современного человека зданиях. И вот сегодня такое здание здесь в Ленске появилось. Это один из самых крупных детских садов у нас на территории республики. Посетил глава Якутии Ленский технологический техникум, осмотрев помещения, которые не соответствуют современным стандартам образования. Поэтому принято решение переезда в новое здание. Потому что нам тоже надо, пока погода такая, чтобы собрать вещи, пока еще и зима, морозы не наступили, чтобы вывести, освободить квартиры. Эти дома первыми ощутят на себе разрушительную силу специализированной техники. К новому 2020 году по эту сторону Нюйской уже не будет старых покосившихся деревянных строений. На их месте вырастут новые многоэтажки, подобные этой. Как и во время своего майского визита, глава республики встретился с жильцами аварийных домов по улице Пролетарской и Нюйской и лично ответил на все волнующие жителей вопросы. Вижу, что есть позитивные изменения. Вот когда мы в мае встречались с людьми, многие еще не очень хорошо понимали принцип действия программы. Достаточно было много путаницы и в объяснениях органов местной власти. Сегодня я вижу, что власти города уже реально занялись этой проблемой. В этом году будет расселено порядка 160 квартир, из них 22 семьи подали заявки на компенсацию. Примерно 10% решили, что им подойдет вторичное жилье, и остальные переедут в новостройки. Трехкомнатная. У нас хорошая квартира, 73 квадрата. Ну, мы два пенсионера, поэтому уже новый дом получить. И все-таки уже, наверное, крайнее жилье будет. После совещания с руководством района и города Айсен Николаев ответил на вопросы журналистов, которые касались различных проблем. Одна из них – лесные пожары. Я дал поручение, чтобы особое внимание сейчас силы МЧС, которые сюда перебрасываются в Западную Якутию, будут базироваться здесь мирно, все-таки обратили внимание на пожары рядом с Пеледуем, вот, который на сопке горит. Но и как же без оценок? Однако глава республики выразил такое мнение, что оценивать работу органов самоуправления не в его компетенции. Это прерогатива народа, который избирал свою власть. А вот какую оценку он поставит, покажут следующие выборы. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. А тем временем в российских школах могут запретить мобильные телефоны. Такую инициативу этим летом выдвинули в Роспотребнадзоре. К слову, у этого предложения уже есть множество сторонников, но и противников тоже хватает. Обо всех аргументах «за» и «против» расскажет Анастасия Кобызева. Как оказалось, сторонников у этой инициативы все-таки больше, как среди политиков, так и граждан. До конца этого месяца Роспотребнадзор разработает проект. В случае, если предложение примут, то российские школьники останутся без гаджетов уже в 2020 году. Не просто запретить пользоваться, но и проносить мобильные телефоны в школу, предлагает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В качестве аргумента она приводит возможность исчезновения с парты дорогого телефона и ответственности, которая в этом случае может лечь на плечи директора. Анну Попову полностью поддерживает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, гаджеты отвлекают детей от занятий и создают социальное неравенство. Политик также обращает внимание на другую опасность для современных детей – интернет. Многие формы преступности, доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество и кибербуллинг наполняют всемирную сеть ядом античеловечности. Недаром интернет называют паутиной, в которую легко попадают доверчивые детские души. Другие же общественные деятели были менее категоричны. Например, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что здесь нужны не запреты, а предложения.
Я надеюсь, что будет найдено конструктивное решение. Я за предложение, а не за запреты. Безусловно, нужно что-то предлагать, если будет запрос на регулирование. Но я видела, как в ряде школ принимаются самостоятельно решения о пользовании гаджетами, привлекая родителей, детей, учителей. И это консолидированное решение является руководством к организации пользования телефоном в школах. Схожего мнения придерживается и наш детский омбудсмен. Она считает, что полностью запрещать телефоны в школах нельзя. Дети должны поддерживать связь с родителями. Ограничить использование смартфонов стоит только во время уроков. Но перед этим необходимо создать все условия. В уставах школ необходимо внести изменения, которые говорят о том, что во время учебных занятий ученики не имеют права пользоваться телефонами. И в остальное время они имеют право пользоваться, потому что телефон – это необходимость. И в первую очередь это безопасность ребенка. Создать условия для хранения телефонов, например, иметь ящички в классах, куда дети могут положить свой телефон. Получается, что в учебных классах российских школ могут появиться вот такие вот ящики с надписью «Отключите звук, оставьте телефон». К слову, многие полагают, что это самое простое решение проблемы. Я думаю, что да. Но чтобы оставлять их в каком-то отдельном месте. Я считаю, что это правильное решение. Телефоны, пожалуйста, пользуйтесь на перемене, но ни в коем случае не на уроке. У нас в школе отменяли, то есть их забирали, телефоны перед началом урока. А когда они нужны были, их выдавали. Ребенок, по идее, на уроках не должен пользоваться, да, но вид связи у него должен быть, чтобы родителям могли сообщить в любой момент. Я согласен, пускай запрещают. Именно в это самое в учебное время, а после школы пускай включают. Я считаю, не надо от меня. Но ребенок должен быть всегда на связи. Стоит оставить, потому что все-таки связь с родителями важна. Трудно будет, иногда скучно в школе. Однако есть и ярые противники этой инициативы. Например, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Идею Роспотребнадзора он назвал нереализуемой. Давайте поищем в этом направлении более реалистические решения. И не надо забывать, мы сейчас ограничим в школе, а в остальной жизни что? Надо учить ребенка быть грамотным в использовании телефона, понимать за и против, то есть убежденными сделать, а не просто через запреты. А вот его коллега по комитету Борис Чернышов предложил создать специальный телефон для школьников «Школфон». С этой идеей он обратился в корпорацию Ростех. В этом самом «Школфоне» будут записаны только контакты родителей, педагогов и одноклассников. Также школьники смогут пользоваться учебным справочником, калькулятором и ограниченной сетью интернет. Воплотить в жизнь инициативу возможно. Главное не дойти до абсурда. Ведь для многих детей телефон – это не просто развлечение, а связь с родителями и друзьями. Однако сторонники запрета уверены, важную информацию можно передать через классного руководителя. Если же посмотреть на опыт зарубежных стран, то стоит отметить, что в Японии, стране, которой изобрели мобильные телефоны, приносить их в школу категорически запрещается. Что будет с этой инициативой, пока не вполне ясно. У Роспотребнадзора еще есть время, чтобы ее доработать. Сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите далее. Что делать и, главное, не делать, чтобы долгожданный отпуск и путешествия не привели к печальным последствиям. Юным хоккеистам Нерюнгринского района больше негде тренироваться. Почему в поселке Серебряный Бор закрыли единственный ледовый корт? Мы продолжаем. В
поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района временно приостановил свою деятельность ледовый корт. Спортивный объект осмотрела комиссия в составе директора хоккейной школы, надзорных органов, представителей Нерюнгринской районной и городской администрации и начальника отдела по эксплуатации спортивных объектов. После чего был подписан акт по прекращению дальнейшей эксплуатации данного объекта. Александра Цыбикова разбиралась в этой непростой ситуации. В целях соблюдения требований по обеспечению безопасности на проведение тренировочного процесса и физкультурной работы на спортивных объектах представляются очень жесткие требования со стороны органов и других надзорных органов. И представителям Министерства спорта сейчас по всей республике посещаются все подведомственные спортивные объекты на соответствие их к началу текущему учебному году, а также на соответствие дальнейшей эксплуатации. Многие родители воспитанников хоккейного клуба «Энергия» собрались возле ледового корта, чтобы высказать свое негодование, собрать письменные обращения, задать интересующие вопросы. Сын Лины Михайловны занимается хоккеем уже 4 года и показывает отличные результаты. Мой ребенок видит в этом жизнь, да, свою. То есть я вижу его цель, стремление заниматься. То есть они очень стараются. О наших детях многие знают. То есть наши дети известны не только вот в регионах, в республике, да, Саха-Якутия, а то есть за пределами. То есть на данный момент в 9 лет они уже успели побывать на соревнованиях в других регионах. Иркутская область, Амурская область. То есть они привозят призовые места. Наши дети берут лучшие звания, лучшие вратари, лучшие защитники. Ну, то есть они дают определенный результат. И закрыть такую школу с таким результатом, дети, которые с радостью занимаются, ну, мне кажется, это большая глупость. И такой вопрос у нас ко всем. Вот, а куда нам потом? Вот, рисовать идти? Хоккейный клуб «Энергия» основан летом 1977 года. Когда был построен хоккейный корт и приехал тренер Владимир Тюрюханов из города Мирный. Под его руководством нерюнгринцы впервые участвовали на хоккейном турнире весной 1984 года в Ленске. «Энергия» заняла первое место из 16 команд-участниц. За 40 лет на Серборовском корте тысячи юных хоккеистов завоевали свои первые награды, проводили значимые матчи и одерживали яркие победы. На сегодняшний день рассматривается вопрос о том, что воспитанники хоккейной школы будут тренироваться на спортивном комплексе хоккейный корт на «Шахтере», это в городе Нерюнгри. И также будет обеспечен их перевоз детей Серебряного Бора. Они имеют право заниматься и будут доставлены в город Нерюнгри для проведения тренировочного процесса. После озвученного предложения от Министерства спорта по предоставлению ледового корта в спортивно-оздоровительном комплексе «Шахтер» в городе Нерюнгри у родительского комитета еще осталась масса вопросов. Предприятия нашего района занимаются любительским хоккеем. То есть это вечерний, поздний вечер, время занято. Учитывая, что в нашем районе дети все учатся в первую смену, у нас такой вопрос, вот, как будет распределяться время. Потому что у нас здесь в «Энергии» 8 команд, там 5 команд занимается. То есть времени хватать абсолютно никакого не будет. Соответственно, ежедневное занятие, ежедневные тренировки у нас сойдут на нет. Еще множество вопросов, на которые ответ так и не дан. Почему ранее проводимые проверки не выявляли нарушений? Почему не было финансирования на текущие ремонтные работы? И как вышло, что всеми любимый каток оказался в плачевном состоянии? Родители забили тревогу и написали письма в правительство, в Минспорт. Вот, на что хотим получить определенные ответы. Когда будет финансирование, почему закроют корт, почему не было финансирования на протяжении нескольких лет, денежные средства на нас вообще не поступали. Ну и как допустили вообще до этого руководителей. И даже после предложения возможности тренировок на корте спорткомплекса «Шахтер» и специально подготовленного транспорта родители не готовы мириться с таким исходом. Они понимают, что сокращенные часы тренировок – значимый ущерб в подготовке. Мы понимаем, что если корт закроют, его закроют не на 1 год, и даже не на 2, да, если будут полностью делать реконструкцию. У меня возникает много вопросов, почему проверку провели именно 31 июля, да, когда конец уже практически лета, да. Проверка визуальная, да, которая, очень много вопросов, да, к этой проверке, как ее проводили, были ли это специалисты, какого уровня это специалисты и так далее, да. Принимать такие сразу решения, конечно, у меня вопросы, почему так?
Конечно, понимаем, что сократятся наши тренировки, даже когда мы перейдем на «Шахтер», это будет гораздо меньше тренировок. Если здесь мы занимались 3 часа, 4 часа, то там гораздо меньше. Давайте соберемся, проведем правильную диагностику, пригласим специалистов, на протяжении года рассчитаем, подкупим, может быть, найдем каких-то спонсоров, дополнительных, будут у нас федеральные какое-то, может быть, выделение бюджета, и тогда, начиная, например, я согласна, давайте 1 мая уже закроем хоккейный корт и на протяжении полугода где-то что-то восстановим. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нирингри. Лето, сезон отпусков и путешествий. Миллионы туристов отправляются на отдых на зарубежные и российские курорты. Немало и тех, кто предпочитает отдыхать, не выезжая за пределы Якутии. Вместе с тем, в республике каждый год происходят несчастные случаи и происшествия с участием отдыхающих граждан. Какие туристические маршруты пользуются популярностью у жителей и гостей республики и что надо делать, чтобы долгожданный отпуск не превратился в кошмар, узнал Денис Тишин. Турук-Хая, Булус, Курулур – один из самых популярных летних маршрутов в Якутии. За один день здесь можно увидеть и познакомиться с живописной и загадочной природой северного края. Очень красивое место. Не первый раз уже сюда приезжаем, всей семьей, всеми друзьями. Проводим здесь очень хорошо время. Водопад Курулур – излюбленное место для отдыха гостей и жителей Якутии. Сюда каждый год съезжаются тысячи туристов. Красивая природа, шикарный сосновый воздух и чистая вода. Все это делает отдых здесь просто незабываемым. Но, наслаждаясь природой, не стоит забывать о мерах предосторожности. Водопады Курулур знамениты не только своей природной красотой, но и бурным течением холодной воды, протекающей по скользким камням. Невнимательность и беспечность отдыхающих нередко приводят к несчастным случаям. Последний произошел летом прошлого года. 27-летний мужчина нырял в водоем и в какой-то момент не выбрался на поверхность. Еще одно место, которое стремятся посетить многие туристы – ледник Булус. Оно уникально тем, что лед и снег здесь полностью не тают даже в самую жаркую погоду. Булус признан ландшафтно-гидрологическим природным заказником республиканского значения. Красиво? В восторге. Если честно, нам очень понравилось, но мы, конечно, прям ожидали, что будет больше льда, но, в принципе, впечатление нас впечатлило. С безопасностью на Булусе вроде бы все в порядке. Есть деревянное ограждение и крепкая деревянная лестница, которая ведет вниз к леднику. Но вот на подтаявшем под солнцем льду вполне реально упасть и получить травму. Поэтому и в этом живописном месте нужно быть осторожным и внимательным. Неподалеку от Булуса находится еще одна достопримечательность – гора Турук-Хая. Турук-Хая. В переводе с якутского «отвесная скала». Эту местность еще сравнивают со знаменитыми Ленскими столбами. Она представляет из себя скалистое образование правого борта долины реки Лютенге. Отсюда открываются потрясающие виды на живописную долину Самартай. А ведь еще несколько лет назад Турук-Хая могла просто-напросто исчезнуть. Директор сельской школы поселка Жимкон Дарья Скрябина рассказывает, в 2008 году на этом месте должен был появиться огромный карьер, точно такой же, как и тот, что сейчас разрабатывают напротив Турук-Хая. Однако сельчанам удалось отстоять достопримечательность. Сделали места отдыха для людей. Сперва было просто так, как памятник природы, люди зашли, ночью тут гуляли. А сейчас вот, видите, ухоженное все. Дети, каждый класс у нас имеет свой проект, высаживает цветы. И у нас еще в будущем есть такие планы сделать образовательные экологические тропы. В последние годы в Якутии семимильными шагами развивается активный туризм. Разрабатываются новые туристические маршруты, рассчитанные на самую разнообразную аудиторию. Однако туротрасль республики постоянно сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров, таких как проводники и инструкторы. Кроме этого, поток туристов в наш регион пока совсем невелик – около 20 тысяч человек. Исправить ситуацию должна концепция развития туризма в Якутии. В концепции предусмотрены новые инфраструктурные решения, то есть решения направлены на развитие инфраструктуры, в том числе туристской, естественно. Также в концепции большой блок посвящен подготовке кадров для сферы гостеприимства и туризма. Это тоже сегодня очень важный момент. И меры поддержки
туркомпании, компании, работающие в сфере туризма. Лето – это не только горячий во всех смыслах сезон для путешественников и туроператоров, но и для спасательных служб. Правда, по словам самих спасателей, им в основном приходится выезжать на помощь не к организованным тургруппам, а к обычным гражданам, которые решили отдохнуть у воды или пошли на прогулку в лес с дикарями. Мы знаем, где их искать. Мы не знаем, куда они идут. Какая цель у них, какой маршрут до Кабо, до этого. У них вот так вот все организовано. Сами по себе. За это мы их никак не можем отследить. Впрочем, статистика по происшествиям с участием отдыхающих в Якутии выглядит не так уж удручающе. Так, если в 2014 году в республике на воде погибло 140 человек, то в 2018 уже 74. Снижение в 2 раза. Эксперты отмечают, как туристы, так и владельцы туристических объектов стали куда дисциплинированнее и ответственнее, чем еще 5-10 лет назад. Денис Тишин, Владимир Павлов и Павел Пахомов. Якутия. День за днем. Накануне в Якутске состоялось праздничное шествие коренных малочисленных народов Севера. Шествие состоялось в рамках национального обрядового праздника «Кочевье-2019». На мероприятие прибыло множество участников из 21 района республики. Также разделить торжество приехали представители из Амурской, Красноярской и Иркутской областей. Для жителей и гостей столицы республики прошел праздничный гала-концерт. Помимо концертных номеров прошли спортивные и танцевальные состязания для коренных северян. На празднике побывал и наш корреспондент Андрей Мухоплев. Северные танцы несут в себе сакральное значение. Они украшают практически каждое важное событие в жизни народа. Праздники, свадьбы, собрания, когда принимаются значимые для рода решения и даже когда рождается ребенок. Любое крупное мероприятие заканчивалось круговым танцем. И когда идут в танцы, там они заряжаются друг от друга энергетикой. И после танца, если вы заметите, посмотрите, у нас после танца, кругового танца, народ выходил как бы обновленный, просветленный, с новыми силами, как зарядка для человека этот танец был. Вот поэтому так очень хорошо. У якутов это осохой. Поэтому все любят и ценят эти танцы. Коренные народы чтят не только свои танцы, но и национальные виды спорта. К слову, северное многоборье сегодня очень популярно, и на этом празднике без традиционных состязаний не обошлось. У нас здесь прыжки через нарты, метание аркана, там, нори, такие игры. Вот. У нас нарты есть малого типа. Есть еще большие нарты, которые прыгают уже старшие, ну, молодежь, там уже... А вот здесь стоят маленькие нарты, чтобы прыгали любые желающие люди. Ну, можно девочки, дети, мальчики, вот, мужчины. И мы сделали так, чтобы никто не упал, там, не закрепили очень там, сильно, крепко. На сегодняшний день на территории республики проживает свыше 39 тысяч представителей коренных народов. Наше Министерство по развитию Арктики, делам народов Севера, уполномоченный орган по вопросам устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. Поэтому мы, конечно же, в целом правительство Республики Саха-Якутия уделяет большое внимание поддержке коренных малочисленных народов. Это связано с их с проблемами сохранения языка родного, культуры коренных народов, традиционной хозяйственной деятельности, это оленеводство, рыболовство, охота. Поэтому очень много вопросов сегодня возникает в вопросах именно вот, традиционного природопользования. Международный день коренных малочисленных народов – это прекрасный повод не только для праздничных встреч и демонстрации культурных традиций, но и для решения актуальных проблем Севера и Арктики. Андрей Мухоплев, Илья Сыромятников, Якутия. День за днем. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.